На основе данных Министерства сельского хозяйства, Управления сельского хозяйства, официального органа статистики, открытого Татарстана, а также Пенсионного фонда и налоговой отчетности. Первый показатель – производственные показатели сельскохозяйственной продукции в зерне единицах на 100 гектар сельскохозяйственных угодий. Тут первое место занимает агрофирма Шишме, Нурбаян, Шишме, Нигес, Моратлы. Аутсайдером в данном группе номинации является СОФ, Эконом, Щелик. Следующий показатель – это объем денежной выручки на 1 гектар сельскохозяйственных угодий. Также лидирующие позиции занимает агрофирма Энек, Нигес, агрофирма Шишме, Шишме, Нурбаян. Отрицательное значение находится, как и в первом же показателе, это ООО «Эконом», СОФ, Щелик. Следующий, третий показатель – объем денежной выручки на одну условную голову. Хочется отметить то, что агрофирма Энек, агрофирма Шишме, ООО Шишме, Нурбаян, они соблюдают технологию, и в связи с этим мы видим хорошие показатели у данной группы предприятий. Отрицательное значение мы наблюдаем у ООО «Щелик» 8477. Если сравнивать с другими предприятиями, то на 5 раз меньше значения они показывают. ООО «Талмыр», САФ. Следующий показатель, который мы оценим, это средняя месячная заработная плата. Лидирующие позиции занимают ООО «Шишме» 33 016 рублей. Средняя месячная заработная плата на одного работника. Нурбаян, агрофирма Энек, Норатлы, Нигес. Отрицательное значение с минимальной заработной платой у нас находится ООО «Щелик» 16 000, Эконом, СОФ. По итогам 7 месяцев средняя заработная плата по району у нас составила 32 127 рублей. По итогам 2019 года средняя заработная плата у субъектов малого и среднего предпринимательства составила 26 938 рублей. Поэтому, уважаемые руководители, обращаю внимание на данные цифры и на ваши средние заработные платы, которые находятся среднего значения. Сколько? Нет, я говорю, малый и средний бизнес, 20 тысяч. Средний по району 26 938. Sizin da şöyle Yok, orada hem kişi бизнес такой. Аларныкы 20. Но мында урта һәм кече генә түгел, мында вот крупныйлар да бар безнең берничә хуҗалык. Урта һәм кече дә. Ну, менә кечедән дә мал средний бизнестан менә СОФ, Эконом, Щелик, алар аннан да кимрәк зарплата түләйләр среднего районда. Бу Актаныш районы буенча. Пока хуҗалык нормальный хезмәт хакын, айнатын айга биреп баруны тәртипкә салмаенча, анда бер вакытта да эш бармый. Нормальный зарплата булып бергән мөмкинлек бар. 16 17 18 хәзер бүген инде халыкны аны эшкә тартып шуңа бу эшләргә кешегә. Мөрәт хуҗалыклар күрәсез, нормальный бу. 30 мең авыл хуҗалыгында уже нормально. Уртача хезмәт хакы. Аңа күрә карабыз инде. Әгәр дә без киләчәктә işçilerin yoğaltmayı ise de şundan da var kim türeyemeyiz. Лучшим предприятием по итогам 6 месяцев 2020 года в номинации предприятия сельского хозяйства стало ООО «Нигес» и ООО «Шишме». Они занимают первое место, второе место занимает агрофирма «Энек» и третье место занимает агрофирма «Шишме». Yok, o хуҗалыгына belirlenen 4-нче форумда, поэтому... Следующая номинация – это предприятие промышленной группы обслуживающая АПК. Данную группу мы оценивали по 7 показателям. Первый показатель – объем выпущенной продукции. Лидирующие позиции занимает Молинвест 136 миллионов, ООО «Природные ресурсы» – это бывший Касымовский, переименовался 255 миллионов, и Актанышский молочный комбинат 206 миллионов. В связи с коронавирусом и незначительными отставаниями на КамАЗе Актанышский агрегатный завод у нас снизил свою выручку по итогам 6 месяцев, хотя на сегодняшний день он уже догнал.
объема. Да, сегодня он в плюс, но это же по итогу 6 месяцев, поэтому... Агрегатный заводның біздің яңа қожасы бар қақиқат, Ростар компаниясы. Оның тарапынан биылда где-то миллиардқа шыға выручка. И ол промплощадкада яңа производствоны миллиард жүрге сөз берді. Озған олар 358 білән тығырашылай біздің. Биыл олар бітірелер где-то 450 миллиард кересі выручка білән. Келесі алға табалар қойдылар. Где-то 90 түрлі ассортимент КамАЗ ашлау бойынша. Бүгін олар 30-ға шықтылар ассортимент бойынша. Но олар 90 где-то 100. Яңа производственный участок түзелген. Ол біздің үшін зор предприятие болып тұрған ешкімде. Следующий показатель – прибыль производства. Два предприятия вышли с динамикой. Это Актанышское хлебоприемное предприятие и Молинвест. Самые незначительные по данным бухгалтерского учета отрицательное значение у нас пока что Актанышский молочный комбинат, но это объясняется тем, что у него большие инвестиции в данное предприятие в свое производство, и поэтому по данным бухгалтерского учета пока что показывается отрицательное значение. Следующий показатель – добавленная стоимость. По итогам 6 месяцев у нас в динамике вышли молочный комбинат, Молинвест, Актанышский хлебоприемный комбинат, Актанышский агрегатный завод, Актанышское хлебоприемное предприятие. Два предприятия, Актанышский хлеб и ООО «Природные ресурсы», данный показатель нам, к сожалению, не предоставили. Поэтому анализ сделать невозможно. Среднемесячная заработная плата у данной группы предприятий варьируется от 16 тысяч до 54 тысяч. Лидирующие позиции по сравнению с 2019 годом и 2020 годом показывает Актанышский хлебокомбинат, Актанышское хлебоприемное предприятие 108,8% и Молинвест 106,1%. Отрицательное значение показывает понизили заработную плату Актанышхлеб и ООО «Природные ресурсы». Следующий пятый показатель – задолженность по перечислению в бюджет района. Больше всего бюджет района перечисления составили Актанышское хлебоприемное предприятие. На втором месте Актанышский молочный комбинат, а также на третьем месте ООО «Актанышский хлебокомбинат». Задолженность имеется у Актанышского хлеба 126 тысяч рублей. Просим данную задолженность закрыть. Поступление в пенсионный фонд. Ладно. Объем финансирования на охрану труда. На каждом предприятии на охрану труда уделяется особое внимание. Спасибо предприятию, потому что данный показатель является также основным. На субботних видеоконференциях у президента данный вопрос в первую очередь озвучивается. В Республике Татарстан, а также в Актанышском районе у нас регистрировались в том году несчастные случаи, поэтому просим данный показатель контролировать и денежные средства выделять в должном объеме. На первом месте занимает Актанышский агрегатный завод, 187% увеличил средства, Актанышский хлебокомбинат и Актанышский молочный комбинат. По итогам анализа предприятий ЖКХ и производства первое место занимает Актанышское хлебоприемное предприятие, второе место Актанышский молочный комбинат и третье место Актанышский хлебокомбинат. По 6 критериям. Объем выпущенной продукции, первый показатель. На первом месте у нас занимает ООО «Теплосервис» с объемом выпущенной продукции 30 миллионов 927 тысяч. Следующий МУП «Актанышский полигон» показал динамику. МУП «Актанышский АТХ» и Коммунсервис «Актаныш» показали отрицательное значение в этом данном. Следующий показатель – это прибыль. С прибылью у нас единственное предприятие ООО «Теплосервис» по итогам 6 месяцев 2020 года показал. Коммунсервис «Актанышский АТХ» полигон вышли с отрицательными значениями. Следующий показатель – добавленная стоимость. Наблюдается динамика также только в ООО «Теплосервис», Актанышское АТХ, Коммунсервис, ТБО, отрицательные показатели.
Следующий показатель – среднемесячная заработная плата на одного рабочего. Тут на 3 предприятиях они показывают рост по сравнению с 2019 годом. Коммунсервис Актаныш на 102,7%, МУП Актаныш КТХ на 102,3% и Теплосервис на 109%. Актанышский полигон ТБО понизил среднюю зарплату на 146 рублей. Следующий показатель – это задолженность по перечислению в бюджет района. Также имеется задолженность, что является отрицательным значением по Коммунсервис Актаныш, Актанышский полигон ТБО. Актаныш КТХ и Теплосервис оплачивают вовремя. Также объем финансирования на охрану труда. Из 4 предприятий только одно предприятие не уделяет данному показателю внимания ни в 2019 году, ни в 2020 году, что является отрицательным, учитывая, что у них очень много техники, на которой они работают, и надо обратить на это особое внимание. По итогам оценки по 6 критериям номинации предприятий транспорта и ЖКХ первое место занимает ООО «Теплосервис», второе место МУП Актаныш КТХ и третье место МУП Актаныш. Коммунсервис Актаныш. Мое предположение, раз они не могут сделать нормальную бухгалтерскую отчетность и предоставить нам информацию, какой же у них порядок находится на стройках. Уважаемые руководители, просим данную информацию предоставлять. И не да. Она посредник, Пейка посредник. Первый показатель – объем выпущенной продукции. По сравнению с 2019 годом у 2 предприятий, только Гастросервис и Стройком, положительная динамика по данному показателю. У Гастросервис составила 172 миллиона, у Стройком 23 миллиона. Следующее. Среднемесячная заработная плата на рабочего. По итогам 6 месяцев заработную плату больше всех платит Стройком, хотя и понизил свои показатели с 2019 годом. На 2-м месте ООО «Гастросервис» 21 тысячу средняя заработная плата. И 3-е место ООО «ИТК» 18 511 рублей. Самая низкая заработная плата в данной группе предприятий ООО «ПМК-6». Следующий показатель – задолженность по перечислению в бюджет района. У 2 предприятий, к сожалению, имеется задолженность по итогам 6 месяцев. Данное предприятие неоднократно уже выходит с задолженностью, констатируем данный факт, ООО «ПМК-6» и ООО «Стройком». У предприятий «Гастросервис», «Сугаз» и ТК «Актаныш» задолженности не имеется. По итогам анализа, проведенного на предприятии капитального строительства, 1-е место занимает ООО «Гастросервис», 2-е место ООО «Сугаз», 3-е место Актаныш Юллары.